Во всем мире Абхазия славится своим мягким климатом. Здесь представлены все климатические пояса Земли, за исключением тропических. В прибрежье осадки в виде снега – редкое явление. Однако в истории Абхазии был зафиксирован год небывалого снега. Это испытание выпало на долю народу, только что пережившему махаджирство. В 1911 год вошел в историю Абхазии как год стихийного бедствия, год большого снега. Весь Сухум был занесен снегом. Он пролежал здесь 38 дней, с 4 января по 10 февраля. Почти все работоспособное население Сухума участвовало в борьбе со стихией. Под тяжестью снега обламывались деревья, проваливались крыши домов. Все улицы города были в снежных заносах. Несколько дней не работал телеграф. Целый месяц не работали телефоны, так как провода и столбы были повалены. Прекратились занятия в учебных заведениях. Газеты того времени писали: с 3 на 4 января выпал снег в Сухуме, покрыв весь город. В день Святого Крещения свирепствовала буря на море. Страдают не только масса бедняков, но и жители со средним достатком, не будучи подготовленными к такой суровой зиме в Сухуме, какой давно здесь не было. В море свирепствовал шторм при сильной вьюге. Чтобы дать возможность бедствующим судам ориентироваться в море, в городе стали звонить в соборный колокол. Из-за морской бури пароходы сильно запаздывали и не могли своевременно доставлять ни почту, ни пассажиров, ни товары. В древних источниках наше море называют негостеприимным. Действительно, корабль, попавший в сильный шторм, почти не имел шансов спастись. И даже знаменитая Сухумская бухта не могла стать убежищем от сильных морских бурь. Однако даже в наше время современные корабли иногда терпят бедствие в Сухумской бухте. В декабре 2009 года в Сухумской бухте потерпел кораблекрушение турецкий танкер МАК-1. Судно водоизмещением 5800 тонн и длиной 112 метров сорвало с якоря и вынесло на берег в районе городского пляжа. Экипаж из 7 человек не пострадал, и все благополучно сошли до берега. До сих пор это судно, зарывшись в прибрежный песок и гальку, с глубоким креном стоит в Сухумской бухте. Это кораблекрушение и многие другие в Черном море еще раз подтверждают то, что стихия никак не подвластна человеку. В 1911 году городская управа сообщала вышестоящему начальству: В
Требуются немедленные работы по очистке путей, закупка топлива и устройство городской хлебопекарни. Просим разрешения израсходовать 2000 рублей из своего запасного капитала. Просьбу бедствующих удовлетворили, разрешив истратить деньги вне плана. В первую очередь горожане очищали крыши зданий от снега, так как они грозили обвалом. Помимо горожан работали по уборке и военнослужащие Сухумского полка. На улицах города были пробиты траншеи, по которым можно было ходить гуськом. Все усугублялось тем, что снег был тяжелый, как лед, и липкий, как глина. Такой снег практически не бывает на севере, но возможен лишь на юге при особых климатических условиях. Газета «Сухумский листок объявлений» писала: Снег ломает слабые крыши, гнет до земли, ломает и даже выворачивает с корнем деревья, опрокидывает телефонные столбы, рвет на них провода. Съестные и прочие жизненные припасы вследствие затруднительного их подвоза из окрестностей значительно вздорожали. Вот это та самая улица, знаменитый рыбный переулок, ныне это улица Когония. А назывался он рыбным, потому что в старом Сухуме именно здесь продавали рыбу. 102 года тому назад на этой улице были сделаны знаменитые фотографии большого снега. Ведь дома были завалены до высоты 2-го этажа, а люди оказались закрытыми в своих квартирах. У многих закончились запасы провизии, воды, дров. Не оказалось даже лопат, чтобы отгребать снежные сугробы. Стон женщин и плач детей начал раздаваться из многих маленьких домиков по окраинам Сухума. Поняв, что на солнце надеяться нельзя, жители спешно стали себя отгребать и расчищать дорожки друг к другу и делать выходы на улицы. Расчистив тропы до центральных улиц, хлебных пекарен, съестных лавок и базара, народ гуськом потянулся за съестными припасами. Газета «Сухумский листок объявлений» писала: С 23 на 24 января рухнула крыша над целым корпусом больших лучших магазинов, находящихся в доме Алафузова по Колюбакинской улице, где пострадали 4 магазина, а именно кондитерская братьев Захаровых, магазин первого сухумского портного Хлебникова, магазин мужских и дамских платьев Скомороховой и большой, единственный в Сухуме книжный и пищебумажный магазин Гагиджанова. Крыша рухнула вся сразу и с такой страшной силой, что вывернула все наружные стены у всех магазинов.
Жители Абхазии были совершенно не готовы к такому бедствию. Все надеялись, вот-вот выглянет теплое солнышко, и снег начнет быстро таять. И потому многие горожане не очищали свои крыши, но снег все продолжал засыпать города и села Абхазии. Снежный ураган и заморозки принесли немало бедствий по всей Абхазии. Так корреспондент местной газеты из Гудаутского участка сообщал: Наше положение ужасное, гибнем как мухи от голода и холода. Дома рушатся, не выдерживая огромного снега. Положение наше самое бедственное. Мучение и горе каждый терпит сам по себе, так как не имеем возможности пробраться друг к другу. И сами еще не знаем, что у нас творится в местечке. Корреспонденты сообщали подробности о замерзших в снежную метель людях. По сообщению сельчан, во время перегона стада овец до села Чгерды двое пастухов-абхазцев были застигнуты по дороге, бывшей снежной метелью, и засыпаны снегом, под которым погибли вместе со стадом. Однако восприятие большого снега у сухумчан и у жителей сел оказалось разным. Ведь в Сухуме в то время проживали переселенцы. Это были новые жители города, не приспособленные к трудностям. В селах же проживали местные жители, абхазы, объединенные родством. В это суровое время они помогали друг другу, и потому в памяти народа нет трагизма в восприятии большого снега. Это заметила сотрудник АБНИ Цира Габня. Такие вот психологические тестирования несколько раз вот проводили, и участвовали там мои друзья. Вот они с удивлением рассказывали. Там был такой вопрос, какое событие вот в жизни абхазского народа народ вот запомнил важным, да? И они все отвечали, на первое место они ставили большой снег. Друзья, вообще мы все удивлялись, вот почему народ так делает, поскольку народ, переживший махаджирство только что, да, это же был 11-й год, большой снег, почему они на первое место вот не ставят махаджирство? Но потом все-таки, мне кажется, что правильно поняли, потому что махаджирство – это как вот такое разрушающее, вот такое трагическое событие в жизни народа. А вот большой снег, вот как раз-таки, почему они на первый план выдвигают? Потому что вот после таких глобальных трагических событий это был позитивом. В селе Чандара хорошо помнят рассказы о большом снеге. И у каждого долгожителя есть свой рассказ о событиях 1911 года. Госынзамку его итасы. А сынлы яштахагами, усханты анхами, вождь анхами ахзеткулом, усханагами живназ, авинквагами арас винахан, агиапрес коза винахан, агену басханты яштахскара нихат. А сылы, вы дарейта ганир хазуёб, авина акватсква арла хайкл, а сыила глан. Харохо хазита итакадна соборохо хихазачо.
Адераз иҟарҵоз аграпарақәа нус аҭырхәы усҟан ари аҳлапатга геге аиуа гермамызт, аха абри аҭырхәы амҿы иалхны аҭырхәы ҟаҵаны иалхны иҟарҵуан. Убри ала амҩақәа бжьырдеит, рырахә хҭакызи, рыгәҭқәа хҭакызи. Сыҷкәын алашара кны дсыҵагылан иҳәеит уи ҳаб иакәын. Алашара сирбон, сара ҳахь сгәы сақәсхуани. Нас убри шәызқәыз аҩнқәа заҟараз иаҳа. Уи дад иҳәеит, ари уажәтәи еиԥш аҩн дуқәа гылаӡамызт иҳәеит. Аха умхәнакәа ақәхшьамамызт, убас иақәҳхон иҳәеит. Асы харак имнеикәаны ирласны асы иӡҭны ицеит иҳәеит. Аԥсқәа еиқәааит иҳәеит. Нас аборақәа рҿы нас аҭырас бора дуқәа ҟаҵаны иҟан. Акамбашьра мануеит ҭакын рырахә ахҭакыз. Асы аӷәӷәа нрықәҳадара анзымнеи, арахә аԥхасҭа рнаҭкырагьы аха рыԥсқәа ӷыҵыргеит. Усҟан аҟами, аӡааӷәӷәа ҭҳауалагаргьы рӡаагара хынӡаҟаз аҟами, асы ноуго иҟамызт. Асы убранӡа идун ирзауит. Абри бжьан, нас арахәгьы ахҭаку, аӡы дуржәрақәан, агьы дуржәрақәан, уи асырӡ дакәын ҟаҵашьас ирымаз. Амала убри ашықәсан аҟами, дара аԥхасҭа ӷәӷәаны ауаа ироуит. Абри сара исгәалашәоит, абри аибашьра ду анцоз анемец ихаана. Ара Милтон угәалашәазар ҟалоит, шықәсык абри аԥхынра еиԥш аӡынра ииасны ицеит, аԥхынра еиԥш. Адунеи ашәабыжьыб зегь шәҭын, аҵәа, аҳа, абри аҭаҷкәым иҟараны икассы ашәыр иит убри ашықәсаны, ҩынтә. Аха агьама амамызт, аҩынтә иҟалаз. Убригьы абни азду аҩызаҟа иҭоурыхны иҟоуп. Иаразнак амш сыкьынақәа леуан агьыуан, аха иаахжәаны ухәык ишакарыла сыӷәӷәаны илеит, сыӷәӷәаны илеит. Аха ауаа ӷәӷәан, рыҩнқәа бзиамызт уи аҟара, аха ауаа ӷәӷәан иацәындырхеит, рырахә ацәынхеит, даргьы ацәынхеит, адермихт ауаа. Уи анцәа иҟаимҵааит, иҟалартә ҳасыҟам шьҭа, ҳахаихьоуп, аамҭа бзиоуп. Аҳәа иааӡа иҟалаҳаҳшәуадоуп. Уи ҟалаӡом, асдуа ҟалаӡом, акымзар ҳашьҭом, шәымшәан, ҳгәырӷьаҵәа ҳҟалуеит. С 7 на 8 февраля начался сильный дождь, который разрыхлил и сбил снежные сугробы. А 10 февраля выглянуло солнце, и сугробы стали стремительно таять. Дождь шел 3 дня, вызвав небывалое наводнение. Река Басла выступила из берегов и затопила часть своей окраины. Маленькая речка Сухумка затопила 4 дома. Государственной гидрометеорологической службе Республики Абхазия 116 лет. В архивах организации сохранились ведомости и документы, подтверждающие аномальные осадки 1911 года. Метеосводку этого года нам показал директор организации Левард Барциц. Это произошло в результате вторжения северного циклона с севера, и который проник на территорию Абхазии, вот же с западного характера, насыщенное огромное количество влаги, и здесь выпало огромное количество снега. И что дальше произошло? Она охватила не всю даже территорию Абхазии, вот по сравнению от берега к горным местам. Преимущественно осадки выпали по нашим научным таким исследованиям, архивным материалам анализа. Прибрежная часть где-то порядка до 600-800 метров.
осадки выпали. Высота снежного покрова на Черноморском побережье могла достигать от 2 до 2,5 метров. Сухум уже в те времена был знаменит своим ботаническим садом. Его основал в 1840 году поляк, ссыльный российского полка Багриновский. Затем сад расширил начальник Абхазской береговой линии генерал Раевский, выписывая из других стран тропические растения. В 1911 году Сухумскому ботаническому саду было уже 70 лет. О том, какой ущерб нанес большой снег тропическим растениям ботанического сада, рассказывает его нынешний заместитель директора Савелий Читанава. Эта зима характеризовалась следующими особенностями. Снежный покров здесь достигал от 1,5 до 2 метров. И снежный покров этот держался почти 1,5 месяца. А если быть точнее, то 38-40 дней держался. За это время, за время зимы 2011 года, был достигнут абсолютный минимум температуры, который достиг 11,8 градусов по Цельсию. Были резкие перепады температур дневных и ночных, от -9 ночью и днем до +1. Конечно, пострадали очень многие растения в Сухумском ботаническом саду. В особенности пострадали растения из субтропических стран, то есть из теплых стран. Это в основном пальмы, это акации, очень много видов акаций здесь росло, и эвкалипты. Но на тот период, конечно, не остались фотоматериалы однозначно, но можно сказать, что сад местами опустел. За последние 100 лет такого обильного снега уже не было в Абхазии. Но тем не менее было несколько зим, которые запомнились. Всем памятна суровая зима 1992-93 годов, когда в земляных окопах, занесенных снегом, абхазские воины защищали свою землю. Наша война, вот последняя, вот такая вот трагическая, да, и вот хотя она привела к такой победе, к независимости и так далее, но я помню вот мартовские события, когда вот это было страшно пережить и так далее, и вот тогда вот выпал такой снег, такой белый, немалый снег. И вот я прекрасно помню, у всех было такое состояние, конечно же, такое вот, все переживали страшно, но одновременно, когда снег выпал, народ это воспринял как знамение к хорошему впереди. И все говорили, что вот это такая страшная вот трагедия, но вместе с тем вот дальше мы придем к хорошему.
Последний раз сильные морозы были зафиксированы в феврале 2008 года. Ведь даже в городской черте пришлось задействовать снегоуборочную технику. Сегодня снег в Абхазии, скорее всего, исключение из правил. Обычно он идет 1-2 дня, не более. И, как правило, в горах и на перевалах. В январе 2012 года снег шел более часа. Однако и этого времени хватило, чтобы заблокировать вот этот участок дороги выше Гуместинского моста. Коммунальные службы приехали и быстро устранили причину. Однако в 1911 году такой техники не было, да и снега было значительно больше. Однако во все времена, кто уж точно радуется снегу, и маленькому, и большому, так это наши дети. Одним словом, еще долго приходили в себя жители Абхазии, справляясь с последствиями стихийного бедствия. Большой снег для абхазов стал определенной вехой в их непростой истории. И все же 1911 год был не единственным холодным годом. В абхазском фольклоре существует такое предание, что бывали такие холодные зимы, что даже замерзало Черное море и покрывалось льдом. И вот уже в наше время, в феврале 2012 года, в результате сильного похолодания при температуре минус 16 в районе Керчи и Новороссийска были зафиксированы случаи замерзания береговой линии Черного моря. Эти фото удалось снять жителям городов и вывесить в интернете. А еще больше поразили кадры из Алжира, зафиксировавшие снег в пустыне. Но возможно ли повторение большого снега в Абхазии? Это всегда возможно. Вот в конце января, первой половине февраля вот такие вторжения, активизация воздушных масс с значительными осадками возможно. В средствах массовой информации обеспокоенное мировое сообщество обсуждает вопросы глобального потепления. Изменение климата на земном шаре видно уже, что называется, невооруженным глазом. И наша задача, наверное, не нарушать природное равновесие, чутко вслушиваясь в состояние окружающей нас среды.